Информационная программа «Новости» в студии Матлиба Раджаба. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму президенту Итальянской Республики, уважаемому Серджио Маттарелло, в которой говорится: «Ваше превосходительство, искренне поздравляю вас в связи с переизбранием на высокий пост президента Итальянской Республики. С наилучшими пожеланиями желаю вам крепкого здоровья и успехов в выполнении ваших ответственных полномочий, а дружественному народу Италии мира, стабильности, всевозрастающего прогресса и процветания. Мы выражаем удовлетворение нынешним уровнем отношений дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Италией, заинтересованы в их всестороннем развитии и расширении во всех сферах взаимных интересов. В этом контексте готовы к последовательным совместным усилиям по продвижению этого процесса на различных, особенно на высшем и высоком уровнях. Уверен, что партнерские связи между нашими странами и впредь будут развиваться в соответствии с коренными интересами сторон, обогащаясь новым содержанием». Сегодня с участием председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, и председателей посольства Китайской Народной Республики в Таджикистане состоялась презентация муниципальных коммуникабельных транспортных средств, поступивших в Душанбе. 1 февраля с участием председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, и представителей посольства Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан состоялась презентация муниципальных коммунальных транспортных средств, поступивших в Душанбе. В центре внимания председателя города Душанбе постоянно находятся вопросы укрепления материально-технической базы и возможностей городских коммунальных учреждений, и на этой основе повышение уровня обслуживания в деле содержания в надлежащем порядке и чистоте окружающей среды и создания достойных условий жизни для жителей столицы. В последние годы в сфере коммунального обслуживания и эксплуатации дорог наблюдалась нехватка коммунальной техники, а это, в свою очередь, оказывало влияние на качество обслуживания. По инициативе и напутствием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и созидательным инициативам председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, относительно поставок современной техники было налажено плодотворное сотрудничество с правительством Китайской Народной Республики. Китай и Таджикистан – ближайшие соседи и очень дружественные государства. Между нашими государствами и между народами имеется долгосрочная, давняя, традиционная дружба. И в эти праздничные дни, потому что сейчас мы с нашими таджикскими друзьями отмечаем 30-летие установления типа отношений между нашими государствами. Мы очень рады, что уважаемые председатели, уважаемые Рустам Эмомали и дорогие наши таджикские коллеги и друзья организуют такую же презентацию. Это символично и имеет очень важное значение. Я думаю, что это еще раз говорит о том, что между нашими государствами и между нашими народами очень дружественные отношения. И наше дружественное сотрудничество развивается и укрепляется во всех областях. В рамках сотрудничества в 2021 году исполнительный орган государственной власти города Душанбе согласовал договор о безвозвратной технической помощи и ввозе 466 различных коммунальных пассажирских транспортных средств. С реализацией соглашения 16 этапов до сегодняшнего дня поступило 413 единиц техники, а 53 остальных находятся в процессе ввоза. Председателю города в ходе презентации было представлено 155 пассажирских автобусов различных видов, 52 единицы грузовых автомашин, 48 специальных машин для перевозки мусора, 40 поливальных машин, 22 малых грузовых двухрядных автомашины, 20 пожарных машин, 1 грейдер, 18 катков,
7 автокранов, 15 эвакуаторов, одно оборудование по распределению битума, автомашины для расчистки труб, а также специализированная техника, в том числе 7 единиц для диагностики и ремонта теплотрасс, 1 единица Центра управления техникой по пожаротушению, 4 единицы машин скорой помощи, 1 единица техники для перевозки гипохлорида натрия и другая техника. Под мудрым и сильным руководством уважаемого президента Эмомали Рахмона Таджикистан и особенно наш туземный таджикский народ обязательно достигнут еще больших успехов в развитии своего экономики, социальных сфер и полностью государства. И мы уверены, что наш туземный Таджикистан только что отметил 30-летие независимости и суверенитета. И наши таджикские друзья обязательно достигнут еще замечательных достижениях и встретят свою 35-ю годовщину и успешно осуществить и выполнить все цели развития, поставленными национальным посланием уважаемого президента его превосходительства Эмомали Рахмона. Фонд диких овец со штаб-квартирой в городе Бозмен, штат Монтана, США, учредил награду 2022 года за достижения в сохранении диких горных баранов. Этой премией удостаиваются личности или организации, в результате деятельности которых внесен значительный вклад в защиту диких горных баранов. Лауреатом этой награды может стать гражданин одной из стран, где обитает дикий горный баран. Председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, стал первым лауреатом престижной премии WSF за достижение в охране диких баранов Марко Поло из Таджикистана. На мероприятии, состоявшемся в городе Рино, штате Невада, США, первая премия за достижения в области охраны диких горных баранов была присуждена председателю Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателю города Душанбе, уважаемому Рустаме Эмомали. Следует отметить, что председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме Эмомали, в качестве учредителя Ассоциации охотников Таджикистана вносит значительный вклад в дело охраны редких горных животных. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме Эмомали, внося вклад в реализацию экологической информации, охраны природы, охоты на благо природы в деле обеспечения оформления устойчивой международной охоты в плане охраны природы в Таджикистане, принимает важные и эффективные меры в продвижении этих вопросов. Под руководством председателя города Душанбе, уважаемого Рустаме Эмомали, Республика Таджикистан стала членом Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Были созданы условия и возможности по урегулированию устойчивой торговли диких видов животных с Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки и Канадой. В настоящее время в Таджикистане поголовье горного барана Марко Поло составляет примерно 25 тысяч голов. Количество винторогого козла – 4 тысячи. Штаб-квартира фонда диких баранов находится в городе Бозмен в штате Монтана, США. Этот фонд был создан в 1977 году сторонниками и любителями диких баранов. В этом фонде насчитывается более 8,5 тысяч членов и сторонников диких баранов и других редких животных. Деятельность фонда диких баранов направлена на улучшение состояния окружающей среды и увеличение поголовья диких животных, повышение осведомленности и разработки природоохранных программ в Северной Америке, Европе и Азии под девизом «Оставлять и сохранять диких баранов в горах».
На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.